Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас 27 апреля. Мы ведем свой репортаж с улицы Ленина. У нас вот такая обстановочка. Немножечко весна. Подтаивает все. Сегодня тепло, ветра нет. Ой, какие костюмы красивые! Какая красота! Сейчас у нас здесь будет шествие дружбы народов, я так понимаю. Представители разных национальностей пройдут. Ждем. Что-то не начинают никак. Что я тут сниму, непонятно. Фотографов. Капец, одни фотографы будут бегать у меня тут. Ассамблея народов! Мы непобедимы! Ой, мы едины! Так и непобедимы! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Посмотри, не знаю. Ну вот сейчас это шествие пройдет до площади. Там будет хоровод, мероприятие проходить. Мы туда пройдем, посмотрим. Приветствуем вас на праздничном мероприятии.
проживающих в Нерюнгринском районе. Якутское землячество создано в 1985 году. В 2020 году отмечается 40-летний юбилей. Председатель Кузьмина Ирина Ильинична, заместитель председателя Заволоцкого Валентина Ильич, атаман Капутин Сергей Николаевич, товарищ атамана Селенко Илья Константинович, начальник штаба Бердникова Александра Андреевна. Приветствует татаро-башкирская община. Год образования общины 2023. Численность 38 человек. Община является активным участником мероприятий ассамблеи города, района и республики. Исполняющая обязанности председателя белорусской общины Рыбка Марина Анатольевна. Представители казахской общины сегодня, живя на древней земле Аланков, поддерживают традиции своего народа, бережно хранят семейные книги, предметы, принадлежащие предкам. Каждая казахская семья живет и работает на благо своей новой родины, республики Саха-Якутия. Нерюнгринские татары и башкиры горды тем, что живут в многонациональной семье. Они живут и трудятся, как и предки, с радостью и вдохновенно показывая добрый пример толерантности и дружелюбия. Председатель кыргызской общины Мелисов Тимурхан, заместитель Садыкова Абель. В состав кыргызской общины входят первостроители города Нерюнгри. Основная миссия состоит в сохранении и развитии традиций культуры бурятского народа, воспитании и уважения подрастающего поколения бурят в малой родине и ее обычаях. Участие в социально-культурной жизни района, республики, региона и Российской Федерации, а также во всех благотворительных акциях и волонтерских движениях, оказывающих помощь нашим землякам в зоне специальной военной операции. Саха-Якутии. Русская община образована 5 января 2017 года. Состав на тот момент 12 участников. Первым председателем русской общины и человеком, кто принял решение о создании общины, стала Татьяна Павловна Назаренко. Арктика с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля. Здесь вместе живут и учатся по уникальной программе дети 5 народов Севера. Эвенки, Юкагиры, Эвены, Долганы и Чукчи. Уже на протяжении 26 лет Арктика принимает учеников старших классов с 8 по 11. Важно, в учреждение поступают дети не только из республики, но и других регионов Арктики и Дальнего Востока. С Днем Республики Саха-Якутия! Республика Саха-Якутия – одна из самых динамично развивающихся в нашей стране. Я хочу пожелать нашей республике, пусть она растет, процветает, а жители, живущие в нашей замечательной республике, пусть будут богаты, счастливы и успешны. С праздником, дорогие друзья! Растет священное дерево, соединяющее в себе триединство мира. Священная птица стерх несет на своих крыльях мир и счастье ее жителям. А великолепный глухарь способен очаровать своим оперением любого из ныне живущих. Обитатели Нижнего мира бесконечно посягают на красоты Срединной земли, но остаются неизменно поверженными, стоит им услышать звук бубна светлой шаманки-ураганки. И текут прозрачные воды рек по священной земле, питая благодатную землю, и открывают несметные сокровища людям вдоль своих берегов. И собирают люди со всех краев земли, и берутся они за руки, воспевая новое рождение вечного солнца, под лучами которого ослепительно, словно вечный нетающий лед, сверкает горный хрусталь. Самый редкий
камень на планете, похожий на застывшие воды океана. Зионит очаровывает своей синевой, а загадочный чароид, как настоящий чародей, способен растопить даже самое холодное сердце. В своих недрах хранит древняя земля черное золото Якутии — уголь. И нет ему равных. Вот она, хозяйка угольной горы. И все это лишь часть самой прекрасной республики. Республики Саха. И имя ей — Якутия. Это наши с вами нерюнгринские символы. Мы должны знать их. Друзья, перед вами была коллекция Велены Мещан, которая называется «Сказочные образы Южной Якутии». Дорогие друзья, Якутия очень многонациональная. И, конечно же, всех объединяет общий танец. Якутский осохоль.
Все, закончилась официальная часть мероприятия. Там еще в ДК конкурсы, выставки. Но мы уже поедем с вами в другое место и посмотрим, где же будет происходить это все событие Саха-Ланхо 2025. Итак, мы с вами приехали в технопарк. На больничном комплексе это располагается. Вот здесь вот больничный комплекс за деревьями. Здесь у нас стоит техника с разреза. Сейчас пройдем, все посмотрим. Там вот стоял самолет. Вон сейчас чуть ниже там покажу. Вот такой размер. Сколько объем его? Это маленький. Есть вообще огромные. Да, КГ-20 туда УАЗик встает, и еще люди вокруг него. Ох, чугуня, металл толстый. Вот. Ой. Поехали дальше. Санаторий «Горизонт» на своем месте работает. Пожалуйста, приобретаем путевочки. Вот самолет для переживающих. Его убрали вот отсюда и перенесли сюда. Крылья открутили. Никуда он не делся. Вроде с ним все пока. Ну, не то чтобы хорошо, но он здесь, короче. Может, его еще подшаманят и сделают красивым. По-любому. Дадут ему второй шанс. То он уже выглядит-то не очень. Его тут мародеры раздербанили. Судьба его неизвестна, что с ним дальше будет. Посмотрим. Представлен парк тяжелой техники угольной промышленности. Колесный бульдозер ВД-601. Там даже громкоговоритель висит на нем. Что это такое, не знаю. Белазик маленький, 75-405. Это Белазик уже побольше. А это два огроменных. Огроменных просто. Размерчик, да? У нас оператор что-то залетался, улетел куда-то. Представляете, люди работают на таких. Резина, пожеванная карьером. Как камнями его пожевало. До Саха осталось мало времени. Ой! Да, уже провалы пошли. Слушайте, гостей должно приехать очень много. Республиканского значения праздник. Я не представляю даже, где все эти люди расселятся в нашем городе. Так что, если вы собираетесь приехать, бронируйте жилье пораньше. Что-то вчера слышу какая-то шумиха. Вот, цены поднялись к Исааху. Зашла посмотреть. Цены, гляньте, какие. Ну вот это вообще... Это у нас рекордсмен.
150 тысяч в сутки, я не знаю, может это опечатка какая-то. Я не знала, что существуют цены такие посуточно. 120, 60 тысяч у нас вот есть. Ну и вроде бы как есть еще недорогие варианты. Так что смотрите. Эта дорога идет на лыжную базу. Да, грязища, конечно, уже. Это крокодил стоит, вчера мы его снимали. Ладно, сейчас дойду. Автопоезд углевоз БелАЗ. Вот как он по-научному называется. Тоже он огромный. Ой! Ой! Вот. Какие размеры. Белшина, пожалуйста. Да. Программа, друзья, будет грандиозная. 70 мероприятий. Спектакли. Всякие конкурсы. Конкурсы кузнецов. Хороводы. В общем, я думаю, будет красиво, интересно, здорово. Так, а здесь что у нас? Городок был. О, это вообще здесь только проездом была. Деревянное зодчество, как Макс говорит. Ну, оно уже такое все, как бы, да. Тоже что-то будет здесь построено. Угу. Стройка идет полным ходом. Так, ну посмотрим. Паспорт объекта. Священное дерево, место встречи солнца, священное СРГ, священный очаг, священный символ Исааха. Так, алтан СРГ. Ну вот, кому будет интересно, можно поставить на паузу и посмотреть, где что будет располагаться. Вот это заасфальтированное кольцо получается. Такая тропинка, мы по ней ходим летом гулять. Вот смотрите, вот это вчера мы снимали здесь трибуна. Это в лесочке, там расчистили поляну. Так, 8. Вот это что такое? 8. ТСЛГ на слегов 7 штук. Угу. Там, наверное, там кто-то проживать будет. Ну что, здорово. Так, 18. Ага. ТСЛГ хомусистов. Ну, здорово. Главный вход практически готов. Угу. На дворе у нас все так же, апрель еще. Сегодня 26 апреля. Трибуна. Главная сцена. Наверху, там видишь, что-то есть. Проект, конечно, грандиозный.
пройти там, посмотреть, погулять. Мухи уже летают по лесу, прикинь. Мухи летают, да, и медведи проснулись уже, так что они сейчас голодные. Так же, как и мы, хотят окрошки. Не окрошки? Тогда на этом все. Легкая прогулка выходного дня у нас была. С вами прогулялись, посмотрели, что происходит вокруг. Всем спасибо, всем пока. До свидания.